Цели в соответствии с возрастом, образовательные запросы семьи. И вот частично, может быть, вот тут уже второе сопровождение планирования мероприятий, реализации элементов образовательной программы. Да. То есть, может быть, я все-таки думаю, что рассматривать в полном объеме здесь не стоит, только элементы. И опять же, в соответствии с возрастом, даже здесь рассматривается вот уже на таком детальном. Первый класс это на одном уровне, второй, здесь это очень возрастной ценз, очень такой значимый. И четвертое тоже здесь может быть более такая серьезная, может быть, даже какие-то уже траектории построения, да? Но все-таки здесь на первый план должна точно так же быть семья. То есть здесь должны быть тьюторами все-таки не родители, в первую очередь. Потому что учитель здесь без родителя ничего не сможет. Как я понимаю. То есть учить родителей? Учить родителей. Вот именно, понимаете, вот я сегодня, начиная несколько также точно учителей уже определились. Именно они вот утверждаемся, что да, формируется какая-то группа в школе, которая вот именно позицию тьютера пытаемся все-таки освоить, да, или хотя бы приобщить пока еще, да, сформировать какое-то положительное представление об этой позиции, что и сегодня показать не выйдет. То есть здесь коммуникативная функция еще выходит на первый уровень. А вот родители-то зачастую у нас этого делать не умеют. Вот мы их должны с первого класса просто научить задавать правильно определенные вопросы. То есть выводить на открытый ответ. Вот о чем сегодня говорили. То есть задача должна быть открытого типа. Не закрытого. То есть вот здесь вот учитель начальных классов просто незаменим и неоценим, потому что как он поработает здесь, так и пойдет и еще результат уже на индивидуально. То есть и снова основ. И самое сложное вот именно здесь. Спасибо. Так, спасибо. Может быть, вы последнему больше, да? Старший, хорошо. А средний кто у нас там смотрел? Вратаря Братана смотрели, что ли? Я все отметила вот по средней школе. Единственное, если вот, допустим, в начальной школе я все-таки вот предлагаю направление развития внебюджетной деятельности отметила, то вот в среднем и старшем звене минус поставила. Почему? Потому что все-таки, когда начальная школа, они больше к школе привязаны, а уже вот в среднем звене и старшем они начинают выходить за пределы школы вот по, допустим, внебюджетным каким-то вещам. Поэтому гораздо труднее все это организовать, внебюджетную деятельность. Чаще всего за счет начальной школы, мне кажется, школы решают во внебюджетную деятельность. Поэтому в обязанности тьютора минус, потому что заставлять человека думать то, что трудно сделать, это, а в начальной школе это возможно. Так, пожалуйста. В первом отметила 1.2 и 1.3. Ну, понятно, что планирование мероприятий по реализации, но вообще совместное однозначно. Я бы добавила совместное, не просто сопровождать планирование, совместное планирование реализации индивидуальной образовательной программы. Дальше 1.3. Здесь самое главное – это рефлексия. Вы там ответили. Ну, вот, нужно в этом, прям подчеркнуть, да, это именно рефлексию. Дальше, значит, и коррекцию. Рефлексия и коррекция, соответственно, обязательно, потому что и тоже это совместная деятельность. А во втором 2.2, ну, тоже вот как бы не все. Выбирать, адаптировать и разрабатывать на основе образцов формы и методы работы для сопровождения. То есть как бы формы-то они уже есть и известны. Может быть, как бы адаптировать так, при сопровождении формирования и реализации, потому что дети все равно каждой личности. Надо каждому подходу однозначно, это только у тьютера возможность такая есть, действительно, не класс, а индивидуально, поштучный товар, как говорится, и с ним, соответственно, работать нужно. И 2.3. Заполнять, адаптировать, разрабатывать на основе образцов рабочую тьютерскую документацию, просто
вот адаптировать, да, преподаватели этим занимаются, кому как удобнее, они уже в зависимости от задач, это однозначно, у нас даже дневники были унифицированы сначала, теперь уже многие приносят, говорят, слушай, может, Татьяна, я вот тут переделала, или с Присом мне недавно подходила, тьютор тоже, Троицкая, она говорит, вот мне удобнее вот так, потому что у меня по классу определилась, я изменила форму, вот, мне интересно вот это следить, и детям как тоже, мы вместе пришли к выводу вот такому. Я на 2 варианта предложила. Притом, как бы тоже развела на ребят, то есть в связи с задачами, с целями поставленными, то, что детям интересно, то они это отслеживают. Вот, поэтому адаптация здесь необходима. Ну и понятно, заполнение, потому что это оплачиваемая деятельность. Потому что как я буду отслеживать аккуратно деятельность. 3.1, значит, что здесь? Координировать взаимодействие администрации, вот как бы тут не совсем администрации, а вот педагогов, иных специалистов, это да, это задача тьютера. Координация однозначно у нас стоит прямо такая задача, как просто формирование и реализация образовательных программ. Дальше. И 3.5. Вот здесь как раз я не согласна. Проектировать направление инновационной деятельности образовательного учреждения в соответствии с индивидуальной образовательной, я считаю, как раз мы это обсуждаем всегда. Направление инновационной. 3.5, да, инновационной деятельности, это однозначно. У нас выводы по итогу года, преподаватели свои предложения как раз обязательные условия. Что изменить, какие спецкурсы те же для ребят, какие курсы по выбору, что нужно взаимодействовать с какими. Вот, например, в этом году у нас, с кем мы работаем, понятно, университет, наш базовый, фармакадемия, допустим, законодательное собрание по законотворчеству у нас, потому что социально-исторические классы есть. И в этом году понадобилось вот еще и на политех ушли, и при том самое смешное, на гуманитарный факультет. Потому что с нашим сиялом работать трудно, а с ними прям супер. У нас уже работа идет, университет ушел заворачивается, извините за народный язык. Они нам даже лагерь организовали для детей, вот с 31 по 2 для как раз детей, изучающих иностранные языки. Супер вообще. Хорошо. Так, пожалуйста, что у вас? Здесь вот напротив сказал по поводу, что родители должны быть тьюторами по отношению к детям, да? И вот я сразу же вспомнила одно мнение Виктора Раульевича по этому поводу, которое он высказал. После этого его мнения высказанного я задумалась над этим вопросом. Он сказал, что очень опасно занимать тьюторскую позицию по отношению к своему собственному ребенку. То есть вот как бы здесь стоит, наверное, поразмышлять, потому что тьютор, я от этого отошла, мне сейчас вот это стало интересно, этот вопрос, потому что тьютор, он все время проблематизирует какую-то ситуацию. Например, если ребенок определяется с профессией, ну я не знаю, врача, то тьютор, а зачем тебе? Да? А ты знаешь, сколько получает врач? А ты знаешь, какие экзамены и предметы надо? И если это будет профессионально делать родитель профессионал, владеющий, да, технологиями тьютора, то он со своим ребенком потеряет близость. Поэтому лучше, наверное, чтобы вот, ну, мы обычно на своих детях, да, педагоги, научились чему-то новому, да, и на своих детях начнем отрабатывать эти тьюторские технологии. Поэтому лучше, наверное, вот, я, пожалуй, соглашаюсь с его вот этим таким мнением. Ну вот есть 2 мнения, да? И тогда я очень много таким вопросом спорила. Надо думать надо. Да. Почему? Потому что, вот вы знаете, я себе записала вопрос, мы Долгова обязательно спросим, элиты школы развития города Томска. Вот как они считают, потому что они 15-16 лет работают. Это очень интересно, для них вопрос будет. Вот, потому что мы-то пока в поиске, мы не знаем, что опыт это еще не очень много. А вы недавно приезжали к нам, на первой школе. Да? Да, они вот буквально... Нет, она с вами была, была директор, она была директор Томска, да? Во второй школе даже ничего не говорят, что они отличники. На мой взгляд, может получиться как бы риск, да? Предположим, мы, родители наших учеников, ну, раскрываем суть позиции тьютора и все такое, что ребенок сам, да, должен все. И попустительство. Может быть такое. Раз ребенок сам все должен, вот и пусть он сам все будет. То есть вот еще второй как бы полюс. Ну, еще надо смотреть. А может быть, эта позиция должна быть с возрастом. То есть вот, скажем, где-то вот нельзя, а где-то вот уже потом.
вот выходить. Ну, то есть надо... Может, по каким-то определенным вопросам нельзя? Да, даже... Тамара Кириловна, еще вопрос 3-4. Старшеклассники. Моя школа, пожалуйста. Школа гражданская активность. Заметьте, мне А я плюсики поставила. То есть, вот когда вы будете рассматривать в Москве, вы имеете виды систем. Образовательные и дошкольные. Здесь имеется в виду. Хорошо. Так. Обсудили. Вы, пожалуйста, эти листочки дайте. Вы вот эти вот понятия, помните, мы говорили, работа широкая, с понятиями не сдали? Да. Сдали. Сначала идет типа шоу у нас в школе. То есть вот дают возможность, вот, допустим, у нас 8 УТМ или 9. И каждая УТМ в начале учебного года вот, там типа шоу в актовом зале собираются все учащиеся. И каждый УТМ свою презентацию или рекламу, что-то такое делает. А потом детям говорят, вот выбирайте, записывайтесь куда. И они бегут. Я почему встряла, потому что я УТМ-ку не веду, но вот как-то не было Марины Павловны, и вот это произошло событие, и вдруг ко мне прибегает человек 10. Я ничего понять не могу. А нам сказали, что Марины Павловны нет, мы можем у вас записаться. И действительно, мне это было очень трудно. Всегда душа. А вы присядьте, соседи. Вам не сложно. Присядьте.